Представитель Джоркинш, у вас есть вопросы? Да, уважаемый. Пожалуйста. Первый вопрос. Вот вы говорите о праве граждан на судебную защиту и право на доступ к правосудию. А вот вопрос такой. Действующее законодательство Кыргызской Республики, в том числе и ГПК, обеспечивает данное право граждан или нет? В целом данное право, ГПК обеспечивает данное право на доступ к правосудию, но мы говорим сейчас о разных видах судопроизводства. К гражданскому судопроизводству, естественно, в соответствии с ГПК доступ, да. Конституционный закон о Конституционном суде обеспечивает граждан? Конституционный закон о Конституционном суде, естественно, обеспечивает граждан на доступ к правосудию. Спасибо. Вот следующий вопрос. Действующий Гражданско-процессуальный кодекс устанавливает право суда, не право уже, а обязанность приостанавливать рассмотрение дела. Действующие ГПК? ГПК, да. К сожалению, нет. Вот поэтому я и обратилась в Конституционный суд. Ну, во-первых, если вы посмотрим еще раз, глянете вот на пункт 7 части 1 статьи 216. Во-первых, здесь несколько оснований для признания. Здесь указана Конституционная палата Верховного суда. У нас уже достаточно давно Конституционный суд. Да? Это первое основание. Я тоже увидела, что до сих пор не поменяли почему-то. Потом здесь говорится только о запросе. В случае получения уведомления Конституционной палаты Верховного суда, мы говорим о суде, к своему рассмотрению запроса о проверке конституционности, это право. Суд может приостановить, а может не приостановить. То есть обязанности нам 216 статья Гражданского процессуального кодекса не дает, а это нарушает, в свою очередь, право на доступ к конституционному правосудию граждан. А статья 215? 215 статья, она, вы знаете, в 2020 году были поправки к ней, там была обязанность, потом эту обязанность признали утратившей силу, к сожалению. Хорошо. Следующий там вопрос. была, я поэтому историю, хронологию привела, 215 была, это был часть 5, но в 2020 году я поток тому посмотрела, в 2020 году 11 апреля была поправка, которая признала этот пункт 5 части 1 статьи 215 утратившим силу. Спасибо вам большое. И вот следующий вопрос. Принятие запроса о проверке нормативного правового акта или его структурный элемент на предмет соответствия Конституции может гарантировать его неконституционность? Ну, естественно, гарантировать принятие запроса, даже и ходатайства или представления, вообще обращение любого субъекта в Конституционный суд гарантировать ничего не может. Здесь ставится вопрос о том, что есть сомнения и какая-то правовая неопределенность. Нужно посмотреть и проверить на предмет противоречия Конституции, либо не противоречия. Никто не говорит, что есть какая-то гарантия, но если уже Конституционный суд усмотрел правовую неопределенность, признал запрос суда, либо общей юрисдикции, либо ходатайство гражданина, соответствующим всем критериям и требованиям приемлемости, мы знаем, там есть исчерпывающий перечень оснований для принятия и требований, для принятия к производству. Если он посчитал, что есть и обоснованно, и есть неопределенность, правовая позиция и выражена и обоснована, если мы говорим о ходатайстве физического лица, и принял к производству, это говорит о том, что уже есть сомнения. Нужно посмотреть и проверить. А там уже после разбирательства будет известно, противоречит или не противоречит. В ходе судебного разбирательства это выяснится. Спасибо. И вот последний вопрос. В случае, если суд будет обязан приостанавливать каждый раз, когда он будет получать ходатайство о принятии запроса от конституционности нормы, не будет ли это возможностью для злоупотребления прав со стороны сторон, участвующих в деле? Я думаю, что нет, потому что во всех других случаях, когда, я знаю, очень часто адвокаты пользуются этой нормой, они обращаются в другие суды общей юрисдикции, инициируют иски, судебные тяжбы между теми же лицами по тому или иному вопросу, и на основании другого поданного иска, допустим, приостанавливают
производство по делу в этом суде, допустим, общей юрисдикции. Но если мы говорим о конституционном судопроизводстве и о необходимости приостановления именно по такого рода делам, здесь абсолютно мы переходим в другую плоскость, и мы говорим о том, что у нас Конституционный суд – это высший судебный орган судебной власти, у нас не так-то просто вообще даже сторонам гражданского судопроизводства обратиться и пройти вот этот фильтр приемлемости. То есть, естественно, ходатайство проверяется на предмет обоснованности, на вопрос содержания неопределенности, приемлемости и формальных требований. Да? То есть я думаю, что как раз-таки вот эта стадия в конституционном судопроизводстве принятия либо отказа в принятии производства, она не дает возможности злоупотребления в последующем лицом своим правом на судебную защиту в другом судопроизводстве гражданском, где рассматривается дело. Более того, если есть какие-то сомнения о конституционности той или иной нормы, нормы мы говорим сейчас материального права, которая подлежит применению, а если она будет признана неконституционным, то, соответственно, и право будет нарушено, да, и вообще все решение, которое построено на нормах этого материального права, будет, по сути, неконституционным, незаконным, то я считаю, что это обязанность суда, это не может быть правом, это в первую очередь, потому что это конституционное судопроизводство, и здесь рассматривается вопрос конституционности того или иного нормативного права акта. Как выше я отметила в своем выступлении, даже Конституционный суд в своей правовой позиции выразил о том, что не всегда принятые законодателем нормативные права акта отвечают требования законности и конституционности. Бывают, никто не застрахован от этого, всегда бывают ошибки, для этого и существует орган конституционного контроля. Поэтому и я считаю, что здесь злоупотребление не может быть, потому что само по себе обращение в Конституционный суд, оно исключает и проверка того или иного, в данном случае ходатайства, если, к примеру, мы говорим лица, обратившегося, оно исключает злоупотребление последующие. Спасибо вам большое. Есть еще вопросы? Нет. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Извините. А нету Уважаемые вопросов? коллеги, есть вопросы, да? Пожалуйста, Кайна. Айнур Мусаевна, скажите, пожалуйста, вот статья 215, 4 пункт статьи 215, да, где говорится об обязанности суда приостановить производство по делу. У вас есть рядом ГПК, да? Да, Как вы думаете, 4 пункт статьи 215 позволяет ли суду приостановить производство по делу в случае, если дело рассматривается в порядке конституционного судопроизводства, там написано, и ряд других судопроизводств. А можете зачитать, потому что у меня здесь разные виды КПК, начиная с 99-го. Невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в порядке конституционного, гражданского, административного, уголовного судопроизводства или в административном порядке. Если там есть конституционного, потому что в редакции, которая была раньше, до 2020 года, там не было конституционного, там было только административного, смотрю, уголовного судопроизводства, гражданского. Если есть конституционного, да, это может служить основанием, и это является обязанностью, но я говорю, что в данном случае две нормы, и 216 и 215 вступают также и противоречия между собой. Потому что, с одной стороны, 215 говорит, что да, если невозможно рассмотреть данное дело до окончания судопроизводства гражданского, административного, конституционного, то суд обязан приостановить. Но 216 она говорит прямо противоположно, и она конкретизирует уже в тот случай, о котором я говорю. 216 говорит о том, что суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в случаях, когда он получил уведомление Конституционной палаты Верховного суда о принятии к своему рассмотрению запроса о проверке конституционности закона, примененного или подлежащего применению при разрешении дела. То есть часть 4 статьи 215, она не совсем раскрывает
ну, как бы она дает обязанность, но не говорит в каких случаях и так далее. То есть невозможность рассмотрения данного дела, она ведь определяется кем? Самим судом, исходя из своей внутренней убежденности. Если он не видит эту невозможность рассмотрения, то он будет рассматривать и не приостановит производство по делу. А если он увидит эту невозможность, а это должно быть, ну, как бы, я считаю, что это должно быть это тоже дается, даже если это обязанность, то это здесь тоже такое, можно сказать, дискреционное право, то есть если суд не усмотрит эту невозможность, то он и не приостановит, и скажет, что там не было, там в принципе возможно было рассмотрение, поэтому я не приостановил, ссылаясь еще и на 216 статью. Вот в этом случае, видите, две статьи, они и друг другу противоречат, и в данном случае, а 216, я думаю, что и Конституция. То есть если бы, ну, предположим, не было бы 7 пункта 216 статьи, то 4 пункт, он недостаточно конкретизирует, да, право, ну, по запросу или по ходатайству сторон, в каких случаях должно быть приостановлено обязательно, да? Да, то есть вы считаете, что должно быть дополнительные какие-то критерии для того, чтобы определить, приостановить? Я думаю, что должно быть в императивном порядке нормативная приостановить формулировка. суду производство. Да, абсолютно. Хорошо. То есть, вот если мы посмотрим на пункт 5 части 1 статьи 215, то есть здесь обнаружение это значит, что, допустим, вот когда, к примеру, рассматривает суд гражданское дело, и суду становится известно, что не обязательно в рамках этого производства был подан запрос, не обязательно этим судом, не обязательно стороной какой-либо по делу, истцом или ответчиком ходатайство было подано, а кем-то другим и находится на рассмотрении Конституционного суда, в этом случае суд еще должен увидеть, возможно ли рассмотрение его судопроизводства или невозможно в случае, если там уже рассматривается, ну, именно я говорю, на эту норму права, которая также должна быть применена и этим судом в данном случае. Вот из-за вот этой расплывчатой формулировки, неконкретизации, вот эта 215 статья и пункт 4, они не дают права, гарантированное право на судебную защиту стороне, когда она обращается. У нас было часто, вот я приведу пример еще, не хочется, конечно, прошлое вспоминать, очень много судебных дел я вела по искам дифамации, по искам о защите чести и достоинства разного рода государственных чиновников, органов государственной власти в отношении СМИ. И когда мы ходатайствовали в судах общей юрисдикции приостановить, поскольку мы обращались с ходатайством в Конституционную, на тот момент, палату, суды не приостанавливали. И это было неоднократно, и по нескольким ссылаясь как раз-таки на 216 статью. Хотя, по сути, там невозможно было, по идее, рассмотреть до окончания рассмотрения и точки, ну, пока Конституционный суд не поставит точку в этом вопросе и не скажет, противоречит или не противоречит. Кроме того, коллеги мои, очень часто общаюсь с многими адвокатами, спрашиваю практику, многие говорят, что не приостанавливают, это как бы вообще нереально, да, приостановить, говорят, мы даже это... Параллельно идут процессы, параллельно Конституционный суд рассматривает ходатайство, параллельно идет гражданское судопроизводство. И вот эта вот неконкретизация, то есть в каких случаях он обязан приостановить, в случае именно когда по этому делу, потому что здесь также я усматриваю и разного рода конституционный контроль. 215 статья, пункт 4, может говорить также и об абстрактном контроле. 216 статья и вот часть, которой пункт оспариваю, 7, он говорит о конкретном контроле. В данном случае, если права этого лица нарушены, если он конкретно обратился со своим делом и поставил вопрос о соответствии Конституции и противоречии, о проверке конституционности той или иной статьи нормативно-правового акта, это уже конкретный контроль. И его право в данном случае не защищено, оно нарушено, потому что законодатель в ГПК в пункте 7 он ограничил только на обязанность, ну, во-первых, это
только суд может приостанавливать по запросу суда самого, если он обратился с запросом, да, и еще и это не обязанность, а право, то есть может приостановить, а может не приостановить. А по ходатайству стороны конкретно вот в этом деле, если в порядке конкретного контроля, конституционного нормоконтроля он обратился, да, это право вообще просто оно как-то и забыто даже, и вот нарушено, и, соответственно, и доступа у него нет. Доступ, он как бы есть, но он не в полной мере реализован, потому что сторона, обратившаяся, я считаю, имеет право просить суд приостановить до окончания рассмотрения Конституционным судом своего ходатайства. В данном случае мы говорим, проблема вся в том, что адвокаты обращаются со своими ходатайствами, а суды уже после того, как Конституционный суд принимает производство, но они просто игнорируют и не приостанавливают производство по делу, рассматривают дальше, а там уже как бы проблемы самого заявителя и как он будет потом отменять это решение в случае, если будет признана норма неконституционной. Вот проблема вся в том, что здесь разного рода, во-первых, контроля, конституционного судебного контроля, но и очень размытая норма, которая не позволяет, она не конкретизирована, в каких случаях обязанность это возникает, когда она, это запрос будет или ходатайство и так далее. То есть здесь очень много сразу, несколько видов судопроизводства перечислено, также и административное, да, и другое. Но это, я думаю, что конституционное судопроизводство, оно имеет высшую юридическую силу и должно стоять, как бы по иерархии вообще и по этому выше, поскольку это Конституционный суд самый высший орган конституционного контроля, и, соответственно, если ставится вопрос о неконституционности, в данном случае конкретный контроль используется, заявитель идет со своим делом в суд с конкретным делом и ставит на неопределенность, то у него должно быть и право, чтобы его право не было нарушено на приостановление. Есть еще вопросы? Нет вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста.